Что касается статуса Абхазии, уже наш народ и своей борьбой, и войной 92-93 года, и нашим национально-освободительным движением, которое происходило во времена Советского Союза. И сегодня у нас и в документах наша позиция абхазского народа, абхазского государства отражена в наших основополагающих документах, в нашей Конституции. Единственный путь, который приемлем для абхазского народа, он у нас отражен во всех документах, это путь независимого суверенного государства, признанного государства. Да, и Российская Федерация признала абхазскую независимость. К сожалению, в последнее время, да, доносятся такие, приходят сигналы на фоне сближения России и Грузии, которое происходит последние годы. И закон об иноагентах, которые в Грузии приняли, это все надо рассматривать в контексте вот этого сближения с Российской Федерацией. И я бы, наверное, надо быть очень наивным человеком, полагать, что Россия и Грузия не ведет какие-то переговоры или консультации по поводу судьбы Республики Абхазия. Что касается, почему такая проблема у нас возникла, что да, вот эти сигналы они на нас так воздействуют, и мы их так эмоционально воспринимаем, нашу позицию по Конституции, да, абхазского народа сегодня должен выражать президент Абхазии. Это человек, уполномоченный вести внешнюю политику, да, с министром, с Министерством иностранных дел. То есть это исключительно прерогатива президента Республики Абхазия вести внешнюю политику. И наше руководство, наш президент самая главная проблема. И нельзя сказать, что просто сближение России с Грузией нам создают, да, какую-то ситуацию. Во многом мы ее сами провоцируем тем, что у нашей власти отсутствует видение собственного нашего будущего абхазского государства. То есть, когда ты правильные посылы не даешь ни своим оппонентам, ни своим союзникам, ведешь такую, у тебя пассивная внешняя политика, можно даже сказать отсутствующая внешняя политика, конечно же, ты создаешь почву для того, чтобы твое будущее оно обсуждалось без твоего участия. То есть это, возможно, даже какая-то ответная реакция на отсутствие собственных у нас планов, долгосрочных стратегических планов у абхазского государства. То есть когда ты слабый, когда ты неактивный, когда ты не говоришь о своих интересах, когда ты свою позицию четко не проговариваешь, конечно же, и твои союзники, и твои оппоненты будут, конечно, выстраивать, да, дальнейшую политику, исходя из своих интересов. Если твоего голоса нет, то, значит, и твои интересы тоже учитываться не будут. Мы сегодня, к сожалению, в такой ситуации. И можно констатировать как факт, что последние годы практически полностью отсутствует внешняя политика, вот как сфера государственной деятельности. Мы фактически, вот этот фактический отказ от внешней политики, он, конечно, будет наших, и в том числе наших оппонентов, провоцировать, да, на какие-то действия. И можно тоже смело утверждать, что за последние годы наши отношения с нашим стратегическим союзником, они ухудшились. И все это происходит из-за того, что наше руководство не может правильно выстраивать, я даже не говорю сейчас про Грузию, да, я говорю, наше руководство не может правильно выстраивать отношения с нашим союзником, да, с гарантом безопасности. И когда ты непредсказуемый партнер, когда ты пассивный партнер, конечно, даже твой союзник будет какие-то свои конфигурации выстраивать, потому что отношения между государствами это никогда не статичная какая-то, да, вещь, это всегда динамика, и может там ситуация в течение 1-2 месяцев может поменяться в течение 1 года. И мы сегодня к этому не готовы. Но что важно сказать, почему сейчас те вещи, которые, да, мы сегодня здесь говорим на камеру, да, о том, что статус Республики Абхазия не обсуждается, что вот эти возможные, там, и мы слышим разговоры о возможном каком-то конфедеративном устройстве совместного государства с Грузией. Наше государство на это не реагирует, и мы, обычные граждане, вынуждены проговаривать позицию абхазского народа, позицию абхазского государства, что наш статус, он неизменен, наш статус суверенное независимое государство. И
никаких формах совместного государства с Грузией не может быть и речи вообще никак. Ни конфедеративное устройство, ни тем более вхождение в состав Грузии. Это должны и наши оппоненты понимать, и наши партнеры, и наши союзники понимать. И хотелось бы, чтобы, если какие-то планы есть, да, у нашего руководства, о них озвучить, и дальше какая форма реакции, я думаю, наше общество, наш народ сам как бы разберется, и самую приемлемую и эффективную форму реакции на изменение статуса Республики Абхазия, конечно, она будет. Что хотелось бы сказать, что очень важно сегодня для нашего государства, молодого государства, да, которым современном абхазском государстве 30 лет, очень важно сейчас вести работу по международному признанию, потому что эта работа, к сожалению, она абсолютно была сведена на нет, и это тоже такой посыл, сигнал, который мы даем в мир, и в Россию, и в Грузию, и в Европу, в Азию, во все страны мира, что мы наш статус не продвигаем, мы не добиваемся признания, а значит, своим молчаливым, да, каким-то бездействием мы показываем, что готовы входить в какие-то договоренности других государств. То есть наша активность — это в первую очередь это защита наших интересов. Если ты активный, если ты везде на всех площадках говоришь о своей позиции, значит, в любых договоренностях, даже которые могут быть на пользу абхазского государства, да, мы бы в них участвовали, но сегодня мы в них как сторона, мы сегодня не хочется какие-то такие эмоциональные оценки давать, но мы сегодня не являемся стороной ни в каких-то внешнеполитических каких-то делах, которые у нас здесь в регионе происходят. Просто мы идем там по инерции, и сегодня мы ведем себя больше не как государство, а как территория, да, что тоже создает под собой угрозы. И еще раз хочу сказать, вот самый важный момент — это не моя там личная позиция, а позиция абхазского народа, выраженная там и в документах, и в нашей истории, что наш статус, он не подлежит ревизии ни в каком виде.